Привет, народ! Как вам моя прическа? Стало как-то одиноко. Здорово, мордовской. Решил на прямой эфир выйти. Деревня. Привет, Сахалин. У меня чемоданное настроение. Еле живой сижу. Сегодня как белка в колесе. По хозяйству. Я ничего. Ологон. Сеть конек. Лым. Бибелеме. Питер. Ну, посмотрим. Нет, они сами вовнутрь вошли. Есть один. На выставке перейдешь, практически за даром дам. Между прочим, Элмакс. Левша. Не забыть бы. Так, ну чё, как сегодня видели, как оказалось, я не угадал, а точку попал. Нож, как всегда, был прав, в чем мы и все убедились. Хозяином стал не хозяин, а хозяйка. Да, землячка из Мирного. Сначала позвонил, сбросила, ну, не мало ли, человек на работе и так далее. А потом сама перезвонила. Я решил снять наш разговор, доказательства. Специально показал номер, что это розыгрыш. Вот. Действительно реально. Вот. И после нашего общения сразу начали от незнакомых номеров. Видно, ее коллеги пишут, звонят. Что да как, алло, а мы не знали, почему. Всего за 200 рублей приобрели ножики, почему мы не будем. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста. А пожалуйста. Ну вот, ребята, я вот сегодня весь день думал. И до сих пор думаю. Я вчера во время эфира что-то маленько про 20 апреля говорил, что будет финансами
WhatsApp. Наир. Вот. И думал и передумал. Как-то стесняюсь я. Немножко скромный. Вот. 914-229-0153. 53. На канале каждый ролик с телефонным номером. Если не трудно, можете посмотреть внизу. Ну вот, к слову. Стесняюсь я говорить. Как-то неудобно. У меня есть WhatsApp группа, там ребятам посоветовался. А пацаны поддерживают. 5-3 последние буквы. Добрый. Вот. Говорю ребятам. Ну вот, ребята, 20 апреля. Как раз сезон. А я дарю, получается, 5 разных. Имеется в виду не только стали, но и сам вид ножей. 5 штук. Буду разыграть. Вот. И цена будет совсем иная. Так как 5 штук, то по стольнику получается 500. То есть, да, наглею, да, бессовестный, да. То есть, приобретая билеты, у вас будет шанс приобрести аж 5 ножей. Но это уже кому как. У кого, как говорится, баянай побольше. Вот. Я никого не принуждаю. Просто информирую, ребята. Вот. А то, что касается, почему вдруг подорожало и почему цена изменилась. Ну вот, 180, я утром рано встал, посчитал 188 участников. И из общего количества приобретенных билетов получается, что 78% покупают по одному билету. 78%. Почти 80%. Вот. И сразу хочу напомнить, да и кому сказать, если не вам, мои подписчики, которые на канале. Все, наверное, в курсе. И все этого хотят. Никто не против, надеюсь, что этот год объявлен годом строителя. И лично мое мнение, во время строительства кузни Бырдыка я буду освещать
Будем спорить. Так и сяк. Вот. Какой материал, такой материал. Ну, в общем, финансы пойдут на строительство кузни. Буду, как стал, как говорится, жажатый, жадный. Вот. И на эти финансы, которые поступят, я буду отчитываться перед вами. И заодно цены изучим, где, в каких краях, например, стоимость бетона, шибени и так далее. А у нас в данное время ГСМ почти 60. Дизель за пределы уже вышла. Там чуть дальше еще дороже. Вот. Имеется в виду соляра. Ну вот есть цены настоящие кусачие. Вот. Вот так вот, друзья мои. Комментируйте, спрашивайте, пишите свои мнения. Я не люблю просить. С детства не люблю. Просить не буду. Я человек гордый, но скромный. Вот. Я говорил, писал утром в своей группе в WhatsApp. Ребята сказали, поддерживаем. Некоторые уже отправили надписью «Стройка века», «За строительство кузни» и так далее. Вот. И мне очень важно ваше мнение. Я хочу стартануть. Давайте 20 числа до 20. Дайте мне знать. Пишите тут в комментариях ваше собственное мнение. Вот. А я 20 точный вердикт выложу. Буду прочитать все комментарии. Буду учитывать каждый голос. Вот. А то, что касается вчерашнего поступления средств, я округлил. И оно уже снято. В укромном месте лежит. Неприкасаемое. Такая ситуация была и позапрошлом месяце, по-моему. Тоже отложили. Но в следующем месяце, да, подарили. Насчет этого не беспокойтесь, ребята. Мое слово закон. Сам не буду свою жизнь портить. Вот. Так что, пока я тут деньги печатаю, вот, вы там напишите, по возможности посмотрю. Ну вот, ребят, сертификат качества ножа. Это означает в том, что это данное изделие соответствует и не является холодным оружием. И самое главное, надо тут посмотреть. Видик, шмидик. Давай, 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 давай. Ну что ты? Ну что ты? Что ты, что ты, что ты? Ну вот, дата до 20 числа года. То есть через пару лет этот сертификат теряет силу. Вот. Ну как бы теряет силу. Некоторые спрашивают,
можете вы обновить сертификат? А я им отвечаю, спрашиваю, у вас есть машина? Да. ПТС-ку обновляете? Нет. Ну вот и все. Так и получается. То есть дается один раз, никакого обновления нет. Это обновление только если продукция данного предприятия, то есть индивидуального предпринимателя, будет меняться, они просто тут поменяют фото. Но перед этим они исследуют, изучают твой продукт. Это дело не быстрое. Не вошел, дату поменял и обратно. Нет, такого нет. Там сидят очень важные дедушки. Самый молодому возраст 65. Вот. И они изучают спокойно, тихо. И потом говорят: хорошо, мы принимаем вашу заявочку. Приходите через дней так 5. А мы, якуты, люди, всегда спешим домой. У нас уже обратный билет. Так будьте любезны. Возможно ли так, что управитесь за 3 дня? Покачают головой. Потом скажут: ну ради вас попытаемся и так далее. Вот. Ну вот так вот прозвучал мой сегодняшняя идея повторно. Как условия? Условия те же. Баночка. Вот. По одному все будут присутствовать в банке. Все номера по одному вытащим. Вот. Первый номер сразу вытащим. Будет выбирать из этих 5. Второй. И так далее, и так далее. А вот пятым уже остается последний. Вот. Так что 5 везунчиков получат ножики. А я их сегодня отправил с гора с плеч. Вот. Была длинная очередь. Аж 2 часа потерял. Но ради своих клиентов я терпел. На очереди у нас не стоят тихо, молча, не смотрят на телефоны обычно. Обычно, если там бабушка нервная, короче, поняли. Вот. А я как лед стою. Угу. Ну чё, какие комментарии натекли? Посмотрим-ка. Где мой подарок? Где твой подарок? Ну давай, бои, приезжай, построй мне. А я тебе ножик подарю. Ну, поздравляю будущего именинника. Я приеду 2 апреля. Прикинем, до 2 выходите на связь. Если останется ножики, продам. Без проблем. Вот.
так дарить. За что, про что? Не знаю. Ответ идентичен. Эх, ребята, устал я, устал. Еще завтра 12 часов надо лететь. Сначала надо доехать, потом лететь. Вот. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Ну что, вопросы есть? Да у меня тут мало осталось. Ножнами крутить. Под конец хочется поспать. Пишите в WhatsApp. Подключу без проблем. Кстати, в этой группе разыгрываю ножики. Цена совсем другая там. Вот. Спасибо. Спасибо за удачу. Да, 65 такая. Неплохая сталь, надо сказать. Но быстро устает. Неодаренные просто. Люди как люди. Общительные. Некоторые просятся, попадут в группу, и тишина. Увеличивается только количество. Даже по утрам не здоровается. Вообще тишина. Кстати, там очень строго. Никаких репорсов. Никакого такого снега нету там. Ну, группа получается частная. И там единый язык. Наша Раша. И там люди из Греции, из Казахстана. Все на одном, на русском разговариваем. Отправьте свой номер в WhatsApp. Я подключу без проблем. Ну а так, советами, критиками. Вот. Гусь где подлетел и так далее. Все знаем. Весь мир там. Да, и мне тоже интересно. Волнуюсь, честно говоря. Вот. Как на самолет сяду, усну. Матери. Проснусь, надеюсь, в Пулково. Там посмотрим. Да, мне тоже интересно. Не забыть бы ничего. Вот что важно. Не забыть бы ничего. Ну, как я уже сказал на прошлых видео, внизу, после первого или второго дня буду выставлять в прямом эфире ножики.
То есть продается этот ножик. Кто хочет, сразу приобретает. Кто желает, вернее. По приезду отправка. Приеду я 2-го. Вот. Внимательно там смотрите, там ролик есть. Те ножи, которые на ролике, практически все на месте пока. Еще так серьезно никто не покупал. Все в наличии. Если есть желание, скриншот сделайте. У кого-то день рождения. Подарите. Вот. Насчет сегодня слово подарите я слышу не один раз. Услышал сегодня. Ко мне выходит на связь мужик. Как он пишет, северяк. Пишет: подари мне нож, подари мне нож. Ну, я объясняю правила. Вот так, можете так. А он не хочет слушать. Подари и все. Как дети малые. Вот. Я ему объясняю. И вам же говорю. Гравировочка нет, по-моему. О каких правилах, Владимир? По правилам группы? Ну, зайдете в группу, покажут, ребят. И говорит он: у меня 3 детей, финансово я никак не могу. Подари за 5000, говорит. Жена только 5000 дает мне, говорит. И вам всем, и ему, он тоже смотрит, посмотрит потом. Объясняю. Есть система в рассрочку. То есть вы оплачиваете любую сумму, любое время, в течение любого времени. Хоть год, хоть 3, хоть неделя, хоть 2 месяца. Это решаете только вы. При каждой отправке сохраняете чек. И показываете, отправляете мне через WhatsApp. Получается, вы отправили 5000. Не важно, 1000. Еще отправляете чеки. А я тут фиксирую, у меня тут все записано. На всякий случай, если телефончик сдохнет и так далее. Все записано, все адресочки, телефонные номера, заказы, кто откуда, все записано. Об этом не стоит беспокоиться, я уже через это прошел, так что уже страховка есть. Вот. И вы отправляете такого. Вот отправляю на нож. Ориентировочная сумма там 20 000 с бычьим хвостом. Хочу приобрести. Вот. И он отправляет. Хорошо. Пишу принято. И записываю, какого числа человек отправил таким-то номером. Хорошо, принято. Через некоторое время у человека появляется незначительные, но все-таки деньги появляются, и он тоже решает отправить. Хорошо, принято. То есть получается, я тут коплю ваши деньги, вот, и вы смело отправляете. Достигает наконец-то 100% оплата. Человек с гордостью, с улыбкой лицом
Пишет мне: это последний чек, наконец-то я расплатился, поздравляю, принято. И он наконец-то пишет желанный размеры желанного ножа. Длина клинка, цвет, ножны и так далее. Хорошо, я тут пишу, зарегистрирую. Все, ребята, принято. Срок какой-то. Смотрю, тут у меня заказов столько, значит, я буду успевать к этому дню. Да, я скажу прямо, срок такой-то. Вот. А он соглашается. Хорошо, буду ждать. Я делаю по заказу индивидуальному. Вот. Никакой штамповки, никакой тут автоматизации нету. Все делается вручную. Сами убедились. Вот. Делаю ножик, тестирую, потом отправляю хозяину. Вот код отправки, код отслежения. Можешь смотреть. Человек получает долгожданный ножик. Вот. И радуется. То есть получает свой желанный ножик. Самая простая, удобная именно для клиентов, именно для вас условий. А он говорит мне: уважаемый, ты не веришь в слово мужика. Ты мне отправь ножик, а я доплачу потом. Ты мне давай сначала, а я потом, а я потом. А я ему спокойно объясняю: нет, такая система меня не устраивает. 100% поступление будет. Хоть 3 отправлю. Вот. Так и не понял, наверное. Между прочим, такой системой недавно оплатили один человек. Надо сказать, стабильно. И у него наконец-то 100% поступила оплата. И я его вон где-то в этих ящиках, его нож везу, дорогой, везу. И он подойдет 20-21 на выставке, получит свой желанный наконец-то ножик. Так и вам, дорогие мои, можете и вы поступить такой системой, воспользоваться, надо сказать. Вот. И получать те самые заветные ножи. Вот. Теперь возникает вопрос. Человек заказывает такую сталь, а мастер делает из такого стали. И он говорит мне: я же тебе заказал из Элмакса, почему сделал из другого, говорит. И тут я объясняю: так-то, так-то, это превосходит. Вернее, спрашиваю, когда делаю. Ну, если надо, человек настаивает именно из Элмакса, именно такого, без проблем. Но я, принцип моей компании: вперед, все лучшее к лучшему. Пускай мои, я себе сказал, пускай мои клиенты получат именно из хорошего материала суперские ножи. Причем они пожизненной гарантии. Все ножи, все изделия пожизненные. То есть у вас ножик сел, усталость металла, понятно, отправляет. Я тут поправляю рукоятью что-то, ножнами что-то, все обратно делаю и обратно отправляю. Слишком широкая, почти 4 сантиметра.
Представьте себе, нет. Тут надо важное слово «любимый». Трудно переводится сначала. Вроде как слова обычные, но чтобы любить нож, наверное, самый практичный, привыкший, можно там немало. Придете, посмотрите. То, что подарены друзьями, все они присутствуют. Подаренной женой тоже присутствует. Но последние годы порошковые. Вот из Клинка приеду, привезу еще новых сталей. Надо, Баир, ты что? Надо. Это обычай народа Саха. Но у кого есть якутские ножи моего производства, все знают. У кого нет, обычно дают вопросы непонятные. К-390 нет. На вопрос, почему, не хочу сказать слабый металл, но я ищу золотое сечение. Да, возможно, Баир, у вас, наверное, нельзя. Но у нас, если пацану 8 лет, нужен ВГЧ. Если 21, а не 18, уже серьезный нож сам сделает или подарят. Вот. А если свыше 25, он становится воином, настоящим мужчиной по возрасту. Бутынызай буган колын такой дом нагарки улар. Вот тогда он имеет право держать в руках батас, батыя, кылыс. Что ж сказать, 390 это 390. Неважно М, неважно А. Просто в наших условиях, на моих глазах, и не только на моих, и в том числе и я сам во время испытаний. Ну чё, у нас, как вы все знаете, экстремальные условия. Летом плюс 40, зимой сколько? Вот. Перепады температуры огроменные. И тут человек такой крепкой, такой напряженной стали выходит из машины, чтобы разделывать, например, лося, медведя. Режущую кромку держит, работает. А там 52, даже 48 минус. Ну вот, человек в рукавицах, не без рукавиц, разделывает. Холодно, надо действовать. И зимой солнечное время очень коротко, светлое время имеется в виду. Вот поэтому надо действовать активно, быстро. Самому тоже холодно, и скоро стемнеет, а вдруг машина заглохнет, капец.
Если ты, тем более после Нового года, браконьер. Вот. И тут человеку холодно, берет ножик, начинает стругать самый сухой, чтобы истопить костерчик, шашлычок пожарить там из лосетины. Начинает рубить сучки там сухие и так далее. А потом вдруг обнаруживает, что это только что был красавчиком, стал бабскнозыбанный. То есть имеется в виду режущая кромка, там заусенцы, отскол и так далее. И тут он говорит, приходит домой, недовольный, за 20 тысяч купил, а такой тес обычный, ну, что делал, спрашивается. Он говорит, да так и сяк, и по сухожилию поковырялись, по костям ударил. Нет, не ударил, просто там разжег костер и так далее. Во время этого осколы. А якутский нож, как известно, очень тонкая, режущая кромка. Вот. А если сделать такой 5 свыше 6 миллиметровый обух, то это, возможно, сдержится, но режущая кромка все равно будет тонкой. И все наши коллеги, скажем так, Центральной России лучше нас все знают, как делать, советуют и так далее. Не буду тыкать пальцем. Вот. Даже они знают, что как будто знают, что действительно знают, что односторонняя заточка и так далее. Ну, в общем, тонко очень на режущей кромке. Ну, поэтому такой металл, с таким давлением, на таких условиях, бабские зубы за 20 купил, одного лося завалил, хотел костерчик, а тут бабские зубы. А вот с Эльмаксом, не Алоксом, почему? Самая ударопрочная сталь. Да, режущую кромку держит нормально, надо сказать. Не лучше, не хуже. Да, восстанавливается очень быстро. Вот. А что заусенцы, бабушкины зубы, такого нет. В таких условиях запросто держит. Что касается Эльмакса, то на режущей кромке ножа из Эльмакса сало не замерзает, что очень важно. На других сталей, на неолоксе я еще не попробовал, на других сталей, вот ножик, например, и режущая кромка, да, ну как бы тут сало стоит как лед. Как он может резать? Не может, то есть тупеет. А на Эльмаксе, да, здесь есть по обуху, да, здесь есть по бокам, но режущая кромка всегда блестит. То есть сало не лепнет там. Вот сама структура стали такова. Угу, еще там попробуй, если на горах выйдешь такой красивой сталью и вдруг упал, взялся за нож, воткнул, а она тебе мгновенно влетит. Пинг. Почему? Физика. Маленькие, даже без трещины, микротрещины, все равно он летит. Сама структура стали такая. А насчет режущей кромки, да, держит. Тут
проблем нету. Но цель моей компании учитывать все. Все до единого. Не только там вид, чтобы был полный инклюзия, но и самое главное лезвие. Чтобы человек действительно ходил с уверенностью, действительно работал этим ножом и так далее. Что там? Вот что-то показывали, Эллен Макс проиграет. По крепкости максимум 61. Да, но ХМФ может там 64. Если его конкретно разозлить. Или наоборот перехвалить. Но небольшая там градусов даже 17-15 на уклон. На 5 миллиметров в сухом доске ударишь и в спокойном темпе такая крепкость поработает, вырвет, да, где-то вот здесь отлетит уже доска, потом с обратной стороны то же самое. Угу. А если резко до 45 градусов, то же самое, 5 миллиметров кончиком доске, резко вот так, а Эльмес просто сделай вот так. И зачем мне нож, который без острия? Угу. В принципе, небольшая разница. Всего 3 ракуэлей отделяет. ХМФ. Капризная Сара. Я благодарю, что я рад, что сам отказался от нее. Зря только время теряете. Тут можно, каждому по-разному. Человек, когда режет, допустим, канат, не знаю, дерево, мясо, он оценивает по ощущению. Правильно? А то, что ты ощущаешь, я то не могу ощущать. Правильно? Могу только видеть, слышать. А если какой-нибудь великий мастер это видит и слышит или ощущает, который проехал эту стадию высоколегированных сталей. Не себя говорю, а других говорю. Про себя улыбнется, скажет, если культурный. Хороший. Поймите одно. В мире 1000 сталей, 1000 разных сталей. И эта грань где-то так. Чем-то хорош, чем-то плох, чем-то хорош, чем-то плох. Вот и все. Но знаешь, что? Знаешь, действительно, это хорошее, это хорошее. А оказывается, это ваше мнение. Ваше мнение в том, что это хорошее, находится вон там. Вон там где-то. Потому что вон там еще много. Еще вообще крутые. А ты не знаешь, держишь одного флага. Да, это супер. Никто не будет спорить. Да, супер. Вот так вот. Если есть хорошее, то есть сверххорошее. Суперские и так далее. Вот, у меня локс достигает, если криогенку использовать 63.
криообработку, если пройдет. А так, нормальная сталь. Надо сказать, очень такая смелая, шустрая. Оп-оп. И гибкая, и ударопрочная, это действительно так. Но это зависит от термички. 2 вида, 3 вида, 4 вида термички. Даже 5 может быть, если криогенку использовать. Но результат-то тоже же, по ощущениям. Наклей себе, выходи там на улицу, наклей себе машину. Или перекрась машину. Ладу Калину, допустим, перекрасил. Был бежевый, стал черный, красавчиком. Он не будет достигать 300 км в час в секунду. И не будет, не будет. Почему? Ну, Лада Калина, Лада Калина. Вот так. Оу! Это хорошо. 8 нормально. 9 ХС тоже нормально. Вот. Нормально. Да, есть действительно ценители, коллекционеры есть, которые разбираются в этих металлах, ракуэллах и так далее. Вот сертификатики. Напечатанные. Вот. Ну что, даст Бог, свидимся. Так. Посмотрим, может завтра вечером. А то уже 52. Так что подумайте над моим предложением, которое начал этот эфир. Пишите комментарии, пожалуйста. Ух ты, вспомнил. Я сказал слово «пожалуйста». Вот. Ваше мнение очень важно. Я буду немножко свободен, сидеть, просто так посмотрю, а люди тут будут ходить. И будет время, посмотрю, отвечу на комментарии. Вот. И 20 числа я вынесу вердикт. Что будет и так далее. Так что смотрите, пересмотрите этот сюжет, этот ролик. А то меня люди ждут. Надо пора собираться.